В Казахстане предлагают ужесточить правила сдачи объектов в эксплуатацию, а также расширить полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям. Коснется это инспектирования и выдачи разрешений на строительство в сейсмоопасных регионах. Об этом на неделе говорили в Мажилисе. Депутатам презентовали законопроект о теплоэнергетике. Документ предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в этой отрасли. Какие еще важные темы затронули в Нижней палате парламента, расскажем прямо сейчас. Это программа «Мажилис Лайв», в студии Сания Кубжасарова. Здравствуйте. Казахстан и Туркменистан установят режим пересечения государственной границы. В среду мажилисмены ратифицировали соответствующее соглашение. Законопроект депутатам представил заместитель председателя Комитета национальной безопасности. По словам Ерлана Алдажуманова, соглашение заместители премьер-министров двух государств подписали в октябре 2021 года. Документ направлен на установление правовой основы и урегулирование отношений между Казахстаном и Туркменистаном на госгранице. Режим государственной границы образует следующий порядок с положением, действующим на границе. Первое – содержание государственной границы. Второе – пропуск через государственную границу людей, транспортных средств, грузов и иного имущества. Третье – осуществление полетов над государственной границей. Четвертое – ведение хозяйственной и иной деятельности на госгранице, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод. Пятое – решение пограничного инцидента. Ратификация и вступление в силу соглашения будет способствовать обеспечению стабильности на государственной границе двух стран, урегулированию пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества. Соглашение является правомерным, своевременным и обоснованным и создает положительные правовые последствия для Республики Казахстан. Особое внимание мажилисмены уделяют бизнесу и агропромышленности. В этих секторах предлагают депутаты внести изменения, которые бы поспособствовали развитию отраслей. О том, стоит ли снизить первоначальный взнос по ипотеке и какие законопроекты будут рассматриваться прежде всего, расскажет Зауреш Думанкызы. На сессии мажилисмены единогласно поддержали законопроект по улучшению бизнес-климата в стране. Акцент сделан на оптимизацию и сокращение сроков некоторых процедур. Это, по их мнению, создаст добросовестную конкуренцию на рынке. Депутаты также рассказали о других болевых точках бизнеса. Однозначно сейчас у нас ставки финансирования, которые сейчас предлагаются, 20-25%, ни один бизнес не выдержит. Ни один бизнес, ни один легальный бизнес не выдержит ставку 25%, я вам так скажу. Соответственно, что можно говорить? Однозначно нам необходимо пересматривать вопрос меры поддержки финансирования. Сейчас практически все бизнесы находятся, у них отсутствует доступ к финансированию. Когда отсутствует доступ к финансированию, что у вас на конце у вас нет оборотки, нет пополнения или затрат, капитальных затрат, вы не улучшаете инфраструктуру и в конце концов не развиваетесь. Второе, это есть существенная необходимость сегментации. К примеру, есть, например, у нас креативные индустрии. Необходимо для того, чтобы креативные индустрии начали развиваться существенно, необходимо, я думаю, что вообще освободить их от налогов. Но пока одни народные избранники говорят о создании лучших условий для предпринимателей, другие подняли еще одну немаловажную тему. Она касается аграриев. Было предложено увеличить земли сельскохозяйственных опытных станций, число которых за годы сократилось в 10 раз. Сегодня их в стране лишь 11. Такие станции важны, так как на них проводятся научные исследования. Они ведут селекционную работу и являются центрами семеноводства. А развитие этих направлений обеспечит продовольственную и экономическую безопасность. Земли схоз активно осваивались и осваиваются латифундистами. Дефицит земель значительно сокращает возможность для развития. Без земли научные организации вынуждены заниматься несвойственной деятельностью, чтобы выжить. Вторая глобальная проблема развития схоз – это расположение. Станции находятся в селах, где ограничен доступ к социальной и коммунальной инфраструктуре. Практически нет жилищного фонда. Ипотечные программы тоже в центре повестки. Так, новоизбранный депутат Даулет Мукаев предложил снизить первоначальный взнос за жилье до 10%. Существующие программы недоступны молодым семьям. На этом фоне в стране происходят тысячи разводов, уверен мажилисмен.
Максимальная сумма выдаваемого в рамках программы кредита составляет 15 миллионов тенге. Этой суммы сегодня явно недостаточно для приобретения комфортного жилья. Если в 2019-2020 годах на эти деньги можно было купить двухкомнатную квартиру, то на данный момент из-за роста цен на жилье только однокомнатную. По программе многодетной считается та семья, в которой не менее 4 детей, то есть вместе с родителями не менее 6 человек. В результате некоторые семьи вынуждены ютиться в однокомнатных квартирах площадью до 40 квадратных метров. Высокую заинтересованность депутатов работать в кулуарах парламента отметила и зампредседатель Мажилиса Дания Испаева. Вы сегодня видели хороший настрой, да? Сегодня вот даже по ратификации было по 7-8 вопросов. Если вы замечали, что прежние пленарки по 2-3 вопроса было. Поэтому 17 сегодня депутатских запросов было. Несмотря на то, что всего 2 ратификации были, я думаю, пленарка прошла очень так бурно. Я вижу высокую активность депутатов. Сейчас на рассмотрении в Мажилисе свыше 50 законопроектов. Самые сложные из них, как отмечают мажилисмены, налоговый и бюджетный кодекс. Зауреш Думанқызы специально для программы «Мажилис Лайф». В Алматы появятся новые сейсмоцентры, сразу 30, для обеспечения своевременного реагирования на подземные толчки. Даже 10 секунд форы могут спасти множество жизней, отметил министр по чрезвычайным ситуациям. Отвечая на вопросы депутатов, Юрий Ильин согласился. Проблемы есть, не все идеально, но работа в этом направлении продолжается. Подробнее в следующем сюжете. Сейсмобезопасность – тема, навеянная событиями в Турции, волнует депутатов Мажилиса. Выступая с докладом, Юрий Ильин отметил, сейчас упор делается на снижение и предотвращение рисков, а не на фактическое реагирование. Нужно держать ухо востро, даже несмотря на то, что катастрофически разрушительных землетрясений в нашей стране в последние 100 лет не было. Так считают и депутаты. Основной из причин масштаба трагедии в Турции называется качество строительства и халатное отношение к сейсмоустойчивости. Тем не менее, согласно полученной информации, имеющейся у нас, сейсмоаудит в городе Алматы будет проводиться визуально. Вот что значит визуально? Достаточно ли эта мера, на ваш взгляд? И имеются ли другие меры в смысле сейсмоаудита? Мы очень надеемся, что они есть. Перечислите, пожалуйста. Спасибо. Мы проводили полный анализ результаты работы в Турции. Зачастую и бетон рассыпался в руках, и вместо арматуры были просто элементарные прутья, проволоки, которые не могли выдержать. И на данное время акиматом Алматы инициирован проект по определению сейсмостойкости. Я думаю, что у нас достаточно богатый опыт и имеет инфраструктуру и специалистов. Это подразделение Казниса, которое в том числе дислоцируется в городе Алматы, для того, чтобы они провели не только визуальный осмотр. Чтобы анализ был еще более детальным, ведомство планирует привлечь и японских специалистов. В этой стране подземные толчки не редкость. Так, по данным местной профильной службы, в год там происходит около 1500 ощутимых землетрясений. В разы больше, чем у нас. Вас послушать, так у нас все хорошо. Закон соблюдается, да и строительные нормы. Но на деле-то не так. Особенно сложная ситуация в Алматы. Самый опасный район – Меддеуский, Бостандыкский и Наурызбайский. К сожалению, строительные компании не соблюдают строительные нормы. Требования закона игнорируются. Застройка идет незаконно и в рисковых зонах. Это 33% возводимых объектов. Я в ваших словах не услышал решения этой проблемы. Вы говорите, все у нас идеально. Я с вами тоже не согласен. У нас не все идеально в нашем и законодательстве на сегодняшний день, и в том числе, в частности, в строительстве. И как житель Алматы, я также, проработав долгие годы в Алма-Ате, прекрасно вижу эту ситуацию. Мы поднимали вопросы и в предыдущем созыве, и поднимали вопросы и в правительстве, в Совете Безопасности. Я все-таки считаю, что если Министерство по чрезвычайным ситуациям отвечает за вопросы безопасности, в том числе и по сейсмике и пожарной безопасности, нам необходимо возвращать норму, позволяющую полномочия вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов. С 2014 года сотрудники подразделений не имеют возможности влиять на вопросы проектирования или приема объектов в эксплуатацию. По словам главы ведомства, часто объект видят готовым и только через год, когда уже нельзя устранить ошибки. Поэтому в Казахстане рассматривают возможность ужесточения требований к строительным компаниям. Министр ПЧС предложил начать контролировать деятельность застройщиков, работающих в сейсмоопасных регионах и не только в крупных городах. Вероника Боярова, Мажилис Лайф.
Мажилисмены предлагают составить карту паводкоопасных мест, а чтобы не бороться с последствиями наводнений, предотвращать их. В частности, построить паводковые дамбы, контррегуляторы и водопропускные переходы. Об этом в своем депутатском запросе заявил Галымжан Елеов. По его словам, ежегодно на борьбу с наводнениями выделяют миллиарды тенге. Однако должного результата нет. В этом году в нескольких районах Актюбинской области от паводков пострадало больше 100 объектов. В некоторых городах и селах в Западно-Казахстанской области затоплено около 180 домов. А в селе Миялы Атырауской области из-за проливных дождей и талых вод произошло 2 паводка, которые повредили шоссе и угрожали прилегающим населенным пунктам. Необходимо срочно принять следующие противопаводковые мероприятия. Во-первых, правительство совместно с местными исполнительными органами должно оперативно оказать материальную помощь всем семьям, пострадавшим от паводка в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях. Во-вторых, главная задача – срочно построить дома для граждан, потерявших жилье в результате наводнения. В-третьих, должна быть составлена карта паводкоопасных мест. В-четвертых, во всех паводкоопасных местах особенно важно строительство паводковых дамб, контррегуляторов, водопропускных переходов. В-пятых, если учесть нехватку водных ресурсов в Казахстане в летний период, то строительство новых плотин не только защитит населенные пункты, но и поможет сельскому хозяйству. В-шестых, во многих местах, пострадавших от наводнения, местные исполнительные органы разрешили строительство домов. В результате как физическим лицам, так и государству нанесен огромный ущерб. Должностные лица, допустившие такие правонарушения, должны быть наказаны. За самовольное подключение к тепловым сетям в Казахстане будут привлекать к ответственности, а за нарушение срока получения паспорта готовности к отопительному сезону увеличат штрафы. Такие нормы включили в законопроект о теплоэнергетике. Документ внес на рассмотрение в Мажилис новый глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев. Министр уверяет, большинство проблем в этой сфере накопилось, потому что в нашей стране не было отраслевого закона. Что еще предусмотрено в документе? Подробный разбор в материале Алишера Накипова. Серия аварий на ТЭЦ в Ридере, Кибастузе и ряде других городов Казахстана обнажили огромные проблемы в сфере теплоснабжения. Начиная от изношенности инфраструктуры, заканчивая недостатком контроля за ее состоянием. По мнению депутатов Мажилиса, большинство проблем накопилось, потому что в стране до сих пор нет специального закона, который бы регулировал все уровни отношений в отрасли. На сегодняшний день за сферу теплоснабжения отвечают сразу несколько ведомств. Это Министерство энергетики совместно с национальной экономикой, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а также местные исполнительные органы. Все это приводит к неразберихе, вследствие чего страдает отрасль. Средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%. Треть из них отработала более полувека. К примеру, все еще лихорадит и Кибастузскую ТЭЦ. Нестабильная работа котлов недавно привела к серьезным повреждениям оборудования. Из-за этого произошел залповый выброс угольной пыли в атмосферу. Сейчас на станции, которая всю зиму с перебоями подавала тепло в замерзающий город, готовятся к масштабному ремонту. Почти все водогрейные котлы пришли в негодность. Планируется проведение капитальных ремонтов на самой станции. Это у нас 8 котлоагрегатов. Из них 8 водогрейных, 3 энергетических. В настоящее время на 7-м котлоагрегате уже капитальный ремонт начат. После завершения отопительного сезона приступим к масштабным гидравлическим и температурным испытаниям сетей, для чего нами уже в настоящее время разработана программа и графики выполнения этих работ. Масштабы работ покажут гидравлические испытания. Специалисты прогнозируют выявить на теплосетях больше 300 повреждений. После окончания отопительного сезона в городе приступят к реконструкции сразу 4 тепломагистралей протяженностью в 5 километров. Также заменят почти 60 километров теплосетей на поврежденных участках. Однако все эти меры лишь отсрочат проблему, считают специалисты. Необходимы структурные реформы в отрасли. Раз и навсегда решить все вопросы с ТЭЦ в Казахстане призван новый проект закона о теплоэнергетике. Документ со всеми его поправками представил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Выступая перед мажилисменами, глава ведомства подчеркнул, что отраслевой и сопутствующие законопроекты потребуют внесения корректив в 5 действующих законов.
Проект закона предполагает перераспределение функций и ответственность в сфере обеспечения теплом. Минэнерго будет отвечать за транспортировку теплоэнергии, то есть за теплосети, а Министерство индустрии и инфраструктурного развития за внутридомовую инфраструктуру, поскольку она относится к сфере ЖКХ. При этом контролировать теплосети на уровне систем централизованного теплоснабжения общего пользования будут не акиматы, а Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго. Ключевым аспектом проекта закона, по мнению Алмасадама Саткалиева, является внедрение нового инструмента – мастер-плана развития теплоэнергетики. Документ призван обеспечить поступательное совершенствование отрасли, взаимоувязанное с программами развития территорий, промышленности, строительства жилья, динамики численности населения и другими факторами. То есть уже будут приниматься перспективные тепловые нагрузки, уже будут смотреть оптимальные режимы, либо это централизованное, либо децентрализованное теплоснабжение. Может быть, есть подключение к действующим тепловым сетям, где-то может быть строительство локальных котельных. И предполагается, что данный мастер-план, то есть это будет уже практически бизнес-план развития и сетей, и источников теплоснабжения того или иного региона, и он уже будет как инвест-программа учитываться при формировании и тарифов, и планов развития и региона, и местных энергоисточников. Но, пожалуй, главный вопрос, который беспокоит общественность, как будет решаться вопрос с тарифами. Или, говоря по-простому, за чей счет будут ремонтировать ТЭЦ и тепломагистрали, чтобы они бесперебойно давали людям тепло. В каком состоянии тепловые сети и ТЭЦ в нашей стране всем известно. Износ чрезвычайно высок. Для ремонта понадобятся миллиарды. По подсчетам, в общей сложности понадобится свыше 2 триллионов тенге. Откуда вы собираетесь брать эти деньги? По словам Саткалиева, изначально его ведомство планировало забрать функции по формированию и контролю тарифов у антимонопольщиков. Однако предложение не прошло. Вместе с тем тарифы в новом законе будут формироваться так, чтобы отрасль наконец-то стала привлекательной для инвесторов, заявил министр. Сейчас мы видим, что для восстановления энергосистемы и для строительства новых энергообъектов, для поддержания темпов роста экономики необходимо строительство новых энергоисточников. То есть мы считаем, что тариф должен быть счетный, то есть здесь нужно использовать экономические параметры, то есть посчитать, какой тариф, максимально оптимизировать затраты энергосубъектов и представить объективный тариф. В этой части тарифы будут повышаться, но повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленным правительством, и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов. Документом предусмотрены усиление ответственности за нарушения в области теплоэнергетики. Также введены нормы по мониторингу и контролю за отраслью. Так, за самовольное подключение к тепловым сетям и нарушение по срокам получения паспорта готовности к отопительному сезону увеличат штрафы. Также планируется разработка необходимых технических стандартов по эксплуатации объектов, норм потребления и правила коммерческого учета качества топлива, которые используют для производства теплоэнергии. Какие еще изменения внесут в документ, пока неизвестно. Обсуждение законопроекта в Мажилисе продолжится в рабочих группах. Алишер Накипов, Ерлан Наурзбаев и Акылбек Есимсиитов специально для программы «Мажилис Лайв». Казахстанские предприниматели столкнулись с произвольным толкованием норм закона о платежах и платежных системах со стороны налоговиков. Об этом заявил мажилисмен Аскар Садыков. В своем депутатском запросе он отметил, что предприятия привлекают к необоснованной ответственности за заключение нескольких наличных сделок, сумма которых не превышает 1000 МРП, между одними и теми же субъектами. Так они якобы осуществляют дробленные слитки. При этом налоговые органы полностью игнорируют, что эти сделки заключены в разные периоды времени и касались разнородных товаров. Более того, самого понятия дробления сделки не содержит ни в одном законе. Вместе с тем, в любом производстве есть материалы, которые закупаются регулярно. В строительстве это, например, гвозди, в швейном деле пуговицы и так далее. И очень часто они закупаются у одного и того же надежного поставщика, а замораживать деньги в товаре, который понадобится через год или 3, это потери для бизнеса, тем более, что нередко это кредитные средства, которые должны работать. Мажилисмен добавил, что всего по Казахстану за истекший период возбуждены 223 дела по указанным категориям.
Мажилисменам предложили внести изменения в закон о здравоохранении касательно наказания врачей. Министр здравоохранения Ажар Геният на заседании рабочей группы предложила заменить лишение свободы за смерть пациента на ограничение. По ее словам, это предложение распространяется только на неумышленное причинение вреда здоровью врачом. Министр сослалась на международный опыт, отмечая, что в Казахстане ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медработников возбуждается более 300 дел. Так как врач не является преступником и он занимается общественно полезной деятельностью, и его работа, его деятельность, она связана с рисковыми делами, учитывая, что врачевание – это искусство, чтобы достичь очень высокого уровня, и учитывая, что заболевания, они протекают у каждого человека по-разному, имеют разные симптомы, разные течения, могут быть осложнения, не закрывать врачей в тюрьмы. Также Минздрав предлагает внедрить страхование ответственности медиков. Согласно этим правилам, врач не сможет работать без заключения договора страхования, который предусматривает выплату им определенной суммы в страховую организацию. Если медработник причинит вред здоровью или жизни пациенту, то пострадавшему полагается страховая выплата. Эти и другие предложения сейчас находятся на рассмотрении у депутатов Мажилиса. Такой была минувшая неделя в Нижней палате парламента. Напомню, это была программа «Мажилис Лайв». Увидимся через неделю.